Ага, он. Nah, Oktober sekali ini, Oktober yang uhuh kan aku menyanyi cara. Это Маран? Kita berapa? Oktober, bersama aku ke apa? Usia Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Иванов Вячеслав. Я ученик Вилюйской общеобразовательной школы номер 2 имени Геннадия Семеновича Донского. Моя тема – антагонист полыни необыкновенной в этноботаническом исследовании деятельности Кэт Марстон. Оказалось, что Кэт Марстон при лечении лепры использовала полыни необыкновенную. Когда мы начали искать информацию в словарной справочнике Википедии, там было написано следующее. Поиски растений, помогающих при лепре, увенчали лишь частичным успехом. В своей книге Кэт Марстон знает, что перед отправкой в Люй епископ Милетий дал ей образец искомого растения, но не описывает его внешний вид и не сообщает название. Однако сперва Адафи в своем интервью журнала Women's Health, а позднее сама Марстон в докладе термологическому обществу упоминает растением под местным названием кучуктар. В докладе Марстон сообщает, что передала обществу для изучения свое растение добытие в России. Еще до визита Марстон в России в сибирской прессе появились сообщения о растении под названием кучуктар, сок которого венки применяли для заживления ран при лепре. Некоторые современные исследователи полагают, что так назвали полынь мелин, и что именно ее искала Кэт Марстон. Столкнувшись с противоречием, мы вышли на Институт биологии СОРАН в Республике Саха-Якутия к кандидату биологических наук Семеновой Варваре Васильевне. Цель исследовательской работы – изучить лекарственные свойства полыни и саму полынь местности Сосновка и доказать, что Кэт Марстон использовала для своих лечебных целей полынь обыкновенную. Исходя из цели, мы ставим перед собой следующие задачи. Первое. Прочитать о Кэт Марстон энциклопедии, изучить литературу. Второе. Сравнить полумельно и обыкновенную полынь. Третье. Изучить полынь местности Сосновка. Четвертое. Поговорить с знающими людьми о Кэт Марстон. Пятое. Продолжить наблюдение за растениями. В мае по сентября вместе с моей ездили в село Сосновка для изучения антагонизма полыни обыкновенной. С нами была кандидат биологических наук Семенова Варвара Васильевна. Она нам показала, как следует изучать растения, отличать разновидности растений, возраст растений, считать, сколько растений приходится на 1 квадратный метр, по специальной схеме изучить растения на опушке лесов, полях, вместо Сосновка. Я построила для прозорий Кэт Марстон, Далдар Тёга. Мы поехали в эти местности найти полыни. Нами были обнаружены лекарственные растения пырей, мышиный горошек, полынь обыкновенные, полынь горки и другие дикорастущие растения. Преобладают растения полынь обыкновенные. Полынь мелина встречалась крайне редко на 1 квадратный метр, 0,1. 1 августа 2019 года были встречи с английской путешественницей и исследователем Фелисити Астон. Она тоже занимается изучением биографии Кэт Марстон, проводит исследования о ее жизни и деятельности. Хочет точно узнать, чем же облегчала боль больным лепрой Кэт Марстон. Она спросила мнение наших учителей биологии синтетичной по поводу растений, которые использовала Марстон. Наш учитель разделяет наше мнение по поводу того, что Кэт Марстон использовала обыкновенные полынь. Вы рассказали о основном проведении исследования, что вблизи местности Сосновка в основном нами была обнаружена обыкновенная полынь. Что вероятнее всего, Марстон использовал ее так, как полынь мельна встречалась крайне редко в месте, где мы проводили наши исследования. На 1 квадратный метр исследуемой местности 0,1 растение полынь мелина, полынь обыкновенная, одно растение на 1 квадратный метр. Выводы. Проведенное исследование антагонизма полыни обыкновенной в условиях среды показало, что на данном исследованном участке, то есть местности Сосновка, преобладает количество данного растения. Полынь мелина встречается крайне редко. После проведения исследования можно сказать, что Кэт Марстон при лечении лепры использовала полынь обыкновенную. Сравнить лекарственные свойства трав можно сказать, что при лепре более подходящие лечебные свойства
имеет полынь необыкновенные. Нужно корректировать неточно условные справочники в Википедии, изменить название растения в статье Кэт Маршин «Полынь Мелина» на полынь обыкновенную. Изучение полыни обыкновенной местности Сосновка в 2019, 2020, 2021 годах показало, что на данное растение в этом году росло значительно быстрее. Растения стали больше, чем в аналогичных периодах прошлых лет, возможно, благодаря теплой погоде и осадкам. Нужно продолжить мониторинг природы Илюшского луса и анализ антогенеза полыни. Спасибо за внимание.